В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. С 3 по 5 апреля в Москве прошел 12-й съезд Федерации независимых профсоюзов. Делегатами принята программа «За справедливую экономику». Программа провозглашает принципы и ставит цели, достижение которых составляет суть профсоюзного движения. В работе съезда приняла участие делегация из Якутии. О работе съезда профсоюзов и о цели и задачах, поставленные перед профсоюзами стран, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего, какие же основные цели и задачи поставлены перед профсоюзами страны? Ну, как вы уже сказали, этот съезд у нас 12-й съезд, это отчетно-выборный, поэтому здесь заслушаны отчеты Генерального совета, работы Генерального совета Федерации независимых профсоюзов и отчет контрольно-ревизионной комиссии. В целом отчет принят, и деятельность Генерального совета признана удовлетворительной, и отчет контрольно-ревизионной комиссии утвержден. Как вы уже сказали, у нас от республики было 3 делегата, и плюс еще 2 делегата от республики, но избранные через ЦК. Это наш профсоюз образования, руководитель Шипанская Нина Станиславовна, и профсоюза связи у нас Беленко Галина Николаевна. С нами был наш председатель молодежного совета Потапова Ирина Ефимовна и председатель Баскомфлота Кисевич Евгений Юрьевич. Ну и один приглашенный, у нас председатель Координационного совета Чурапчинского ЛУСа Егор Иннокентьевич. Вот таким составом мы принимали участие. Как я уже сказал, съезд отчетно-выборный, поэтому по решению и Генерального совета, и исполкома ФНПР выставлена была единая кандидатура. Михаил Викторович Шмаков переизбран на следующий срок. Ну и, конечно же, вот достаточно серьезно. 3 дня съезд проходил. Первый день было обсуждение резолюций съезда, было принято 15 резолюций, в том числе и наши резолюции, где я вот членом постоянной комиссии по северам, наша резолюция «Российский север. Будущее России». Ну и вы знаете, что на съезде принимал участие наш президент Владимир Владимирович Путин. Он высоко оценил в целом деятельность Федерации независимых профсоюзов России как самой крупной общественной организации. Ну и, конечно же, выступил с обращением профсоюзам, чтобы поддержали. Вот сейчас, ну, в основном он выступал по своему посланию. Вы знаете, сейчас анонсирована реализация новых национальных проектов. Прежде всего, это, конечно, программа «Кадры». Здесь Владимир Владимирович попросил, чтобы мы принимали в этом самое активное участие. Продолжается проект «Приоритет», «Профессионалитет», где уже мы здесь также принимаем участие. Я присутствую в наблюдательном совете. Речь идет о подготовке профессиональных кадров, среднего звена, профессиональных кадров. Вы знаете, у нас, если взять по рынку труда, очень большая нехватка высококвалифицированных рабочих профессий. Поэтому в этом направлении мы, конечно, рады и будем принимать самое активное участие. Следующая программа – это по обновлению экономики. Президент поставил задачу перед профсоюзами, чтобы мы были инициаторами обновления технологий, да, развития производительности труда. Это достаточно сложный вопрос, если взять у нас по республике. Вот у нас подписаны соглашения по трехсторонней нашей комиссии, работы нашей трехсторонней комиссии. Здесь пока вот именно в этом вопросе немножко есть сдерживание. Ну, это и влияние внешних, да, вот, санкций. Поэтому здесь тоже предстоит большая работа. Также Владимир Путин обратился по поддержке программы, новой вот программы по поддержке молодежи.
Здесь также он сказал, чтобы мы приняли активное участие в развитии движения первых. Ну, это уже действующая программа, но она будет обновляться, поэтому, чтобы мы выступили наставниками в данном проекте. Ну и знаете, сейчас также он объявил о повышении заработных плат преподавателей высших учебных заведений. Здесь тоже нами будет осуществлено, оно уже будет действовать с 1 января этого года, поэтому мы будем принимать самое активное участие. Ну и, конечно же, самый один из важных вопросов по внедрению новых систем оплаты труда. Здесь в следующем году будет в пилотном программе, уже в целом в 2026 году все бюджетные учреждения, ну, прежде всего, это образование, здравоохранение, перейдут на новые системы оплаты труда. Вот это один из важных вопросов, который мы ждем уже на протяжении 3 лет. Поэтому в этом вопросе, конечно же, мы примем самое активное участие. Ну и, конечно же, он и в послании своем говорил, что все майские указы 2012 года должны исполняться. Мы тоже это держим на общественном контроле. Николай Николаевич, вы упомянули, что внесли предложения, касающиеся жителей Крайнего Севера. Вот можно немного подробнее о судьбе этих предложений, внесены ли они в резолюцию? Ну, перед участием на съезде мы тоже со своих членских организаций, профсоюзов попросили предоставить свои предложения, и на основе этого было сформировано мое выступление. Здесь хочу отметить, конечно же, в первую очередь это вопросы пенсионного обеспечения, возврат прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера, индексация пенсий работающим пенсионерам, сохранение районных коэффициентов выехавшим за пределы пенсионеров. Вот эти самые актуальные. Следующий вопрос, который я поднял, это обязательность индексации заработных плат в связи с ростом, ну, в связи с инфляцией. Если мы говорим в хозяйственных субъектах, этот вопрос более-менее решается через коллективные договоры, и это на особом контроле у профсоюзов, то в бюджетной сфере, согласно законодательству, это проходит через нормативный акт. Но мы ежегодно по данному вопросу и с правительством, ну так скажем, достаточно серьезно работаем. И не всегда находим поддержку, но вот в этом году, вы знаете, у нас индексация по прочим категориям есть, а для целевых категорий это в зависимости от СТД. В любом случае мы говорим о том, что должен быть принят порядок индексации оплат труда ежегодная. Есть инфляция, должна быть индексация. Об этом я выступал. Конечно же, вопросы у нас, вы знаете, есть федеральные социальные выплаты единоразовые, да, но при этом там не учитываются наши, хотя бы вот утвержденные правительством Российской Федерации районные коэффициенты. Ну, посмотрите, 5 тысяч в Средней России или 5 тысяч у нас в республике. Цены совсем другие, поэтому обратил на это внимание. Ну и, конечно же, у нас есть сложности вот, по финансированию медицинских учреждений. Сейчас, как правильно отметил президент страны, мы должны от услуг перейти к медицинской помощи. Но вот в малых наших медицинских учреждениях, особенно на севере, достаточно сложно войти вот требования АМС, поэтому наши предложили, чтобы для арктических районов перейти на сметное финансирование. Вот такие вопросы были мной затронуты. Ну, в основном и по индексации, и по возврату прежних пенсионных возрастов, и ранее Генеральный совет это поддерживал, и в резолюцию они вошли. А после съезда, буквально сейчас, ФНП разрабатывают план действий по реализации 12-го съезда. И очень надеюсь, и я уже и с коллегами переговорил, что те вопросы, которые не вошли в резолюцию съезда, хотя бы были отражены, вот, вошли в план действий. И очень надеюсь, что в дальнейшем мы по данным направлениям также будем работать. Менее чем через 2 недели, уже 1 мая. Вот, расскажите об основных формах проведения профсоюзных акций, приуроченных
Каким Да. образом? 10 апреля мы провели совет, ежегодно мы рассматриваем данный вопрос советом. Всероссийская акция, первомайская акция будет проводиться, но здесь с оговоркой нам и исполком ФНПР предлагал с консультацией правоохранительным органам. И мы достаточно долго этот вопрос обсуждали, но вы понимаете, ситуация достаточно сложная, и здесь, конечно же, с учетом рекомендаций наших правоохранительных органов, администрации главы, приняли решение воздержаться от проведения шествий и митингов. Но в любом случае, как и прежние годы, будут различные формы проведения. Мы 26-го проведем региональную трехстороннюю комиссию, где этот вопрос будет обсуждаться. И предлагаем всем районам в рамках территориальных трехсторонних комиссий провести. Также, чтобы празднование всегда, чествование людей труда, трудовых династий, чтобы было сформировано. И, конечно же, очень сейчас многие районы проводят различные субботники. Много мероприятий и в интерактивном. Мы проводим конкурсы, оно уже размещены по конкурсу оформления фасада предприятий организации, конкурсы семейных фотографий, да, «Мой Первомай». Поэтому всех жителей республики приглашаю активно в них участвовать. Мы знаем, что профсоюзные организации в трудовых коллективах республики являются инициаторами организации помощи участникам СВО. Расскажите об этом. С первых дней начала спецоперации, конечно же, мы поддерживали, и после объявления частичной мобилизации приняли решение оказания помощи не только нашим военнослужащим, но и членам их семей. Вы знаете, в прошлом году принято новое трехстороннее соглашение между правительством, объединением работодателей и профсоюзами, и там конкретно указано о помощи членам семей. Поэтому уже более 250 миллионов рублей уже оказана профсоюзом помощь нашим военнослужащим, членам их семей. Поэтому акция продолжается. Я благодарю все профсоюзы, все трудовые коллективы, что эта работа у нас проводится на достаточно высоком уровне. Что ж, Николай Николаевич, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.